лег. Ну-ка, успокойте. Сейчас мы нам. Локса нам говорит. Давай, Локса. Са. Окраина села Алексеевка. Там уже начинается тайга. И как вы поняли, мы, ребят, едем сегодня на первую избу. У меня в кабине Тулан. Айда пока на больничном. Поход с ночевкой будет. Посмотрим. Самое главное нам доехать. Там уже все снимать. Все как будет. Дорога такая, скажу, замерзла. Надеюсь, все лужи замерзли, чтобы не провалиться, не буксовать. Вот такие самые нехорошие, что нас ожидает в межсезонье, между осенью и зимой. Чуть дальше отъеду и отпущу Тулана. Вон, смотрите, ему хорошо, тепло тут. Нашел себе место, кайфует. Остановились, Тулан места не находится. И куда он бы? Ай! Не втерпешь ему. Ну что? Такая колея. Бураны уже катаются. В принципе, все замерзло вроде как. Ну, посмотрим. Основной геморрой там. Основной геморрой впереди. Опа. Все, поехали. Ребят, в принципе, неплохо все замерзло. Все лужи. Ну, знаете, вот как будто по озеру едешь, там вот большие лужи. Вот сейчас вот в данный момент вот тоже вот проехали. И там очень крупные большие лужи были. Насквозь они замерзли. Запросто можно проехать. Доезжаем уже до делянки. До новой делянки, где вырубали лес. Вот смотрите, здесь лужа какая. Едешь и не проваливаешь. Лед очень толстый уже. Тут вырубка. Первый капкан попадался. Вроде колеса целые. Вон он. Лужа-то воды нету, а корка льда осталась. Вон такая борозда осталась, думаю. Ну, лед сантиметров 5 толщиной. Можно, конечно, там, если что, объехать, а сейчас-то уже... А на обратном пути по этой колее точно поедем. Ну, первая такая яма попалась, а так все еще мы проехали спокойно. Доехали до курилки. Вон там курилка. Лесков, который делал.
Наверное, по летней дороге приеду. Там зимняя трасса получается. Здесь отдыхают. Переделали стол уже, перекинули мужики. Так и надо, хули сделали, да я не знаю как. Так. Ну что, тут у нас ручей будет. Если ручей проскочим, в принципе. Ну, как-то. По зимнику, наверное, думаю, не стоит ездить пока. Там болотистое место и ну тут ручей тоже вот пока живой ручей. Такс. Посмотреть. Что-то не нравится мне все это. Течет. Здесь яма. Блин. Или правее взять. Вот интересно там как. Поднимется, не поднимется потом. Вроде пробивает. Но правее возьму. Вот тут проеду. Половина пути проехали, ребят. Река полностью замерзла, как я смотрю. Даже щелинок нету нигде. Капитально все замерзло. Хорошо. Вон, куница. Это следы куницы тут. Вон она. Вон. Параллельные следы вот такие. Не крупная такая, но куница тут. Это не горностай, не норка. Это куница, не крупная. Первые следы куницы. Тут вообще дорогу разбили. Это мы прошлый раз, когда здесь проезжали, после нас еще до хрена ездили. Каракатами тоже катались по снегу уже. А, тулан. Туланчик. А? Иди, на. Снежок пошел. Остановились на любимое место. Круглый год я тут снимаю. Сейчас вот такой зимний сезон. До этого по открытой воде
снимал. Вон она. Все как сейчас выглядит. Сегодня такая спокойная погода. Погода вообще шикарная. Безветренно, снег идет такой спокойный. Тулан тоже, он любитель по всем этим делам, что творится на реке. Норку, выдру любит, бобров. Вот по этой теме он, конечно, вот следы, ну тут прошла, наверное, лиса. У лисы следы. Прям вообще возле самой окраины прошел. Вот так. Такое время сейчас, самое по времени, что должно уже косачи выходить вдоль реки, там кормиться, но, к сожалению, их у нас сейчас вообще минимум. Не знаю, в этом году вообще хоть одну птицу увидим, нет. Но осталось уже мало там ехать. Мы уже почти доехали, несколько километров осталось. Так, ну, дорога, конечно, осенью после меня, вот как я последний раз был на избе, там, блин, знаете, очень много ездили. Вроде колеса как нормальные. Чё тут лампа не горит, блядь? Замыкает что-то все время она. Еду еще, думаю, опарыш взял, не взял, блин. В руках с утра держал, там проверял еще. Не помню, взял, не взял. Хрен его знает, не помню еще. Смотри, там еще открыто. Это ниже на поворот от избы. Здесь я уже буду заезжать к избе. Не полностью еще река закрылась. Тоже кто-то пробежал. Между прочим, несколько следов так всяко разных видел. Выдры следы видел, куницы, что-то похожее на лису. Здесь кто-то пробежал. Горностай вон бегает. Тут тоже следы у лисы. Даже зверьки бегают, интересно. Но мы уже доехали до избы. Изба стоит, все на месте, лодка есть, 2 лодки даже тут у нас. Наклонилась или что там, этот, лодка. Ну вот, самое главное, доехали, там уже остальное не так столь важно. Еще бы опарыш не забыл. Вообще класс. Вот так вот. Ну все. Чалом, здорово, Карка. Снова мы на избе. Снега вообще мало. Так. Мы глянем на речку, посмотрим, как там река. Понятно. Вроде как вода, наверное, поднимается, поэтому вон там на льду вода образуется. Переход какой, фиг знает. Надо проверять осторожно, с пешней. Тут вода упала, вон как слышали, сейчас собака вон корку льда сломал. И, наверное, вода падает, трещины идут, вон трещина. Трещины идут, и вода поднимается из этого.
Смотрите, какая спокойная погода. Обалдеть. Вообще обалдеть. Вот это да. Так. Ладно, сейчас затопим печку в первую очередь. И если опарыш с собой взял, схожу первым делом. Сегодня будет у меня рыбалка. Чолом заракарка. Ледь уже не. Все чисто, как обычно. Мышей не было. Айда, все путаю вас. Ладно, сиди там. Так, дровышки есть. Сейчас буду колоть, затапливать избу, печку. В первую очередь ведро. Видите, что? Так. В первую очередь проверим, взял ли я опарыш. Так. Теплые штанишки привез. Это для съемок. Уф, вон она. Я-то думал, блин, забыл, но хорошо, что с собой взял. Термос маленький. Так, тут у нас, ой-ой-ой, для съемок повербанки, все. Хлеб. Картошку взял, суп варить. Ну, да и здесь целое ведро всякого разного хлама. Вон, сахарный песок, консервы. Так, ладно, сейчас печка жар уже дает. Нам надо за водой сходить. Да, хороший жар уже идет. Так. Не надо. Надо что-то отсюда. Вон он. Ковш нужен мне. Так, отсюда вот эту палку возьмем. Опа. И пойдем за водой. Снега как было
возвращались с осенней охоты, так и сейчас еще. Так. Так же так. Криминально все за... Непонятный какой лед. Сантиметров 5 внутри лёда. О, блядь, улетит у меня гвоздь. Это времянку делал. Короче, холодно-то как. Не скажу, что толстый лед. Ребят, сантиметров, ну, местами, наверное, где-то 10 будет, но здесь, ну да, 10 тоже есть. Толщиной ковша. Вот так вот. Первая лунка, можно уже рыбачить тут. Так. Все. О, как фурчит печка. Смолистая сосна, вот и дым такой черный. Так, это отремонтируем. Так. Тут уже как в бане. Вот это да, хорошо. Так, сейчас, ребят, перед тем, как я пойду на рыбалку, сегодня будет у меня рыбалка, хоть какая, но буду находиться на рыбалке. И решил нагреть вот такую кашу. Это от подписчиков. Надеюсь, помните, я распаковка у меня была. Там конфеты я еще хотел взять, забыл. Консервы были, конфеты, бейсболка. Это Максим мне такой презент отправил. Так. Ну, перловая каша с говядиной. Вот так он выглядит. Не знаю, видно, не видно. Плотно такое. И на вид такой, что он недоваренный. Сейчас попробуем.
Да. Чуть-чуть жестковатый. Ну, на вкус, ну, надо пробовать. Сейчас нагреем в сковороде и попробуем. Мясо-то интересное. Мясо, между прочим, много, и видно, что это мясо. Не будем разбираться, какое животное тут, но мясо наложили тут, да. По мясу уже понятно, что это консервы неплохие. Так. Ну вот примерно человеческая порция, тут даже больше. Ребят, смотрите, печка как накалилась. Вся печка вообще, стенки красные, блин. Вон что с одной, что с другой стороны. И сверху вон там тоже. Ничего себе. И знаете, вот я на вторую избу из 3-миллиметровой, вон как красное все, из 3-миллиметровой железо приварил печку. И поэтому я вижу, что у меня будет там весь водить, там, ну, искривится все. Угольник там уже дополнительно приварил. Здесь толщина печки, блин, он уже толстый, блин, где-то 8 миллиметров, наверное. И то он как раскалилось, красное все. Ну, уже каша у меня на печке, журчит уже все. Сейчас буквально 5 минут и будем завтракать. Тула. Только что здесь был. Бродяга приходит, уходит. Тулан. Летит. Тула. Давай. Ну-ка, успокойте. Лоши да башт. Лоши да башт. Уже в лес уходил. Пусть немножко. Вон. Вчерашнего вечера я еще не кормил. Вчера вечером откормил их. Вот, пусть покушают хлеба, а потом уже, как вернемся с рыбалки, нормально накормлю. Сейчас попробуем. Оценим кашу перловую с мясом. Мяса действительно очень много тут. Есть можно. Я бы сказал, даже неплохая каша. Неплохая, вкусная, сытная, очень много мяса. Да. Гречку я не так особо уважаю, но вот перловая, это мое. Перловая, рис, каша. Угу. Вот смотрите и запомните. Вот такие консервы. Это подписчик отправил, это не реклама. Это от всей души говорю. Показываю, делюсь. Что я пробую, что мне нравится, а что не нравится. Честно говорю, и сами уже решайте, покупать или нет.
Но эти консервы, что от мне выслали подписчики, Максим вроде как, фамилия не помню. Да. Перловка чуть-чуть недоваренная. Ну, не скажу, что твердая. Очень даже неплохая. Она сам по себе перловка такая мелкая. Бывает крупная перловка. И она, ну, 2-3 раза больше этой. Но это совсем уже мелкие. Короче, я завтракаю. Сейчас время. Сейчас скажу. 8 часов. 8 часов 52 минуты. 26 ноября сегодня. Привет из первой избы. Короче, я завтракаю и пойдем на рыбалку.